Вы смотрите новости Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных темах. Предновогодняя сессия. Все, будет фотоаппарат. Кто и какие получил подарки, узнал Дмитрий Аренин. К февралю в Татарстан поступит 190 тысяч доз вакцины от коронавируса. Сегодня медики полностью готовы к вакцинации против коронавирусной инфекции. Об эпидобстановке в республике расскажет Рамиль Галиулян. Помощь НКО и привлечение молодежи. Нам бы хотелось, чтобы как можно больше молодых людей, активных, самостоятельных, шли к нам в Общественную палату. Какие задачи себе ставит в юбилейный год Общественная палата республики, расскажет Салават Мухаммадулян. Тысячи и одно удовольствие в Кукмаре. А где мы можем купить лимонад? Где мы можем приобрести тот самый хлеб? Как весело провести новогодние каникулы, знает Айгуль Бадрудинова. Сегодня в Госсовете прошла последняя в этом году сессия. Бюджет уходящего 2020-го получил окончательный расчет. Дефицит 32 миллиарда рублей. Учтены все выросшие расходы, недополученные доходы и помощь федерального центра. Есть ли средства на покрытие такой большой разницы в доходах и расходах? Как в республике перейдут на патентную систему налогообложения и кому сегодня сделали новогодние подарки, узнал Дмитрий Аренин. Традиционно заключительная в году сессия Госсовета проходит с благотворительной новогодней елкой, где на ветках открытки с желаниями детей, попавшими в трудную жизненную ситуацию. И каждый пришедший может исполнить эти желания. Одним из первых открытку с елки снял президент. Рустам Минниханов подарит 14-летней Эльвине Каримовой фотоаппарат. Мечтаю о зеркальном фотоаппарате. Фарид Мухаммедшин порадует 9-летнего Тамерлана планшетом. Алексей Песошин привезет 6-летнему Шавкату Минибаеву кинопроектор. Будем вручать. Подарком для самой республики можно считать безвозмездные средства из федерального бюджета. С их помощью удалось сократить дефицит бюджета 2020 года. В окончательном расчете это 32 миллиарда рублей. Такая отрицательная сумма получилась из-за того, что поступления от налога на прибыль сократились, а расходы, напротив, выросли, в том числе в связи с пандемией. Остаток отражено в объеме 32 миллиарда рублей, но они полностью обеспечены денежными средствами, то есть источниками, они имеются на начало года. Поэтому все расходные полномочия будут в полном объеме финансированы. Как отмечают главное, бюджет 2020 года социально ориентированный. Надо отметить, что социальный характер этого бюджета более чем на 70% мы сохранили с вами. Это очень хороший показатель в условиях пандемии. В русле федеральных изменений депутаты сегодня приняли республиканский закон о патентной системе налогообложения. С января в России отменяется единый налог на вмененный доход. Как сообщили в Минэкономике, в Татарстане по ЕНВД работали более 50 тысяч юрлиц и предпринимателей. В министерстве обещают, после изменений суммы налогов в конечном итоге будут идентичны. Я не совсем понимаю разницу между тем, что было, и тем, что будет. Это первое. А второе, какой смысл сегодня, когда и так тяжелое положение, опять кошмарить этих бедных предпринимателей, заниматься этой бюрократией? Направлялись обращения правительства Российской Федерации о том, что продлили режим на единый налог вмененный доход, но тем не менее решение принято, закон федеральный был принят. Мы постарались, и для нас приоритетом было то, чтобы при разработке уже стоимости патента максимально приблизить их стоимость к той налоговой нагрузке в рамках вмененного налога, который сегодня, или который платили до этого года, или который будут платить до этого года наши предприниматели. Патентная система охватит 82 вида деятельности. К примеру, это сферы торговли, общественного питания, транспортных перевозок и другие. Мы должны сохранить бизнесы, об этом мы должны понимать. В рамках, если будут у нас возникать какие сложные моменты, мы выйдем с обращением в парламент и эти вопросы будем рассматривать. Как добавил Рустам Минниханов, в целом республика завершает год достойно. Экономика начинает стабилизироваться, и это вселяет оптимизм. И все те проблемы, которые у нас были, они тоже как-то в процессе работы будут исчезать. Сегодня на сессии депутаты предложили взять в работу проблему платных парковок. Сейчас на них практически каждая вторая машина с закрытыми номерами или вовсе без них. Снимается нижняя часть и государственный номерной знак
убирается. Это достаточно в магазине, в розничном магазине. Представляете, какой правовой нигилизм достигла степени, что можно совершенно нарушать правопорядок и законность. Как быть с этим, депутаты будут думать уже в следующем году. Парламентская работа 2020 года завершена. Как сообщил Фарид Мухаммедшин, за 13 заседаний рассмотрели более 200 вопросов. 30 законопроектов уже стоят в плане следующего года. Пусть наступающий год подарит нам оптимистичный взгляд на будущее, укажет на новые возможности, поможет исполнить задуманное. Дмитрий Аригин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Сегодня прошло первое заседание Госсовета России в обновленном составе. Его в режиме видеоконференции провел Владимир Путин. В состав президиума Госсовета вошел Рустам Минниханов. Он назначен председателем комиссии по строительству, ЖКХ и городской среде. Основной темой заседания стала реализация указа о национальных целях развития страны до 2030 года. Как отметил Владимир Путин, текущий год был непростым и для России, и всего мира, но это не отменяет повестки развития. Учитывая при этом всю совокупность демографических, геополитических, экономических и технологических факторов, мы не можем себе позволить остановиться. В разных форматах мы постоянно об этом говорим. Паузы в развитии. Как бы ни складывалась текущая обстановка, не можем себе позволить ни на минуту. Также Владимир Путин рекомендовал регионам сделать 31 декабря выходным днем. Напомним, в Татарстане такое решение уже принято. И удвоить доплаты медработникам за борьбу с коронавирусом в новогодние праздники. В качестве председателя комиссии по строительству, ЖКХ и городской среде Рустам Минниханов попросил Владимира Путина разрешить регионам торги по капремонту. Как отметил президент Татарстана, сейчас в этом вопросе у субъектов мало полномочий. Также Рустам Минниханов озвучил предложение продлить срок льготной ипотеки, обратив внимание на необходимость контроля стоимости строительных материалов. Уважаемый Владимир Владимирович, реализация всего комплекса указанных мер позволит увеличить предложение на рынке, сдержать рост цен на жилье, защитить интересы и права наших граждан. К другим темам. Еще 3 случая смерти от коронавируса подтверждены сегодня в Татарстане. Это женщина 88 и мужчины 67 и 55 лет. Таким образом, общее число умерших в республике от COVID-19 достигло 177. За последние сутки в Татарстане зафиксировано еще 102 новых случая заболевания. Все они контактные, сообщает республиканский штаб. 27 заболевших госпитализированы. Больше всего в Казани, это 55 человек. В целом по России сегодня небольшое снижение. По сравнению с 2 предыдущими днями за сутки выявили 27 250 случаев. Из них в Москве 5652 человека. Практически не изменилось число заболевших в Санкт-Петербурге 3749 человек и в Нижегородской области 498 случаев. Стабильная картина и у соседей. В Ульяновской области 286 заразившихся за сутки, в Самарской 307, в Чувашии 125, в Мариэл 53, 161 случай в Башкортостане. В гостях хорошо, а дома лучше. В Роспотребнадзоре рекомендуют придерживаться именно этой поговорки и ограничивать визиты как свои, так и родственников на новогодние праздники. Особенно минимизировать контакты специалисты советуют людям старше 65. Также стало известно, что до февраля в Татарстан поступит 190 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник Ви». Нужно ли прививаться тем, кто уже переболел коронавирусом, расскажет Рамиль Галиуллин. Я гость. И не просто гость, я представитель солнечного юга. У меня наряд. Хотя гостям в татарстанских семьях всегда рады, этот Новый год будет исключением. Если долгое время все-таки родственники не общались между собой, то лучше, конечно, не экспериментировать и не собираться. Лучше отметить праздник в узком семейном кругу, советуют в Роспотребнадзоре. Минимизировать контакты особенно стоит людям пожилого возраста. А чтобы риск заражения коронавирусом и вовсе свести к минимуму, лучше отметить праздник на открытом воздухе. Если вдруг будет какой-то выезд за город, в частный дом, на свежем воздухе, то тогда, конечно же, встреча Нового года на свежем воздухе, она более безопасна, нежели если это будет какое-то закрытое пространство, там, где будет большое количество людей. Снизить риск заболеть должна и вакцинация. До февраля в республику поступит 190 тысяч доз спутника ВИ. Сейчас в Татарстане работает 56 пунктов, где можно сделать прививку. Как отмечают медики, вакцинации подлежат и те, кто уже перенес коронавирус, например, полгода назад.
По словам врачей, это связано с тем, что иммунитет к болезни постепенно ослабевает. При этом вакцинации подлежат лишь те, у кого низкий титр антител. Чем раньше мы создадим иммунную прослойку путем вакцинации, тем раньше мы победим коронавирусную эпидемию. При этом в Татарстане завершилась вакцинация от гриппа. Привилось 60% населения республики. Это больше 2 миллионов человек. Продолжаются проверки в аэропортах, гостиницах и учебных заведениях. В последних с 1 сентября коронавирусом заболели 293 человека. Рамиль Галиуллин, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Потеряли население целого города. Почему Татарстан побил антирекорд смертности, обогнав Москву и Питер? Аналитический материал читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». Хороводы отменить, салюты отдалить. Как отпраздновать Новый год без последствий и штрафов? Об этом сегодня говорили на комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Для запуска пиротехники в Татарстане оборудованы 1144 площадки. Топ безопасных правил на Новый год составил Рамиль Шайдуллин. Какая елка без хоровода? Но в этом году у новогодних праздников свои правила. Роспотребнадзор категорично рекомендует исключить хороводы в помещении. Не разгуляешься и на свежем воздухе. На открытом воздухе допускается одновременное присутствие до 200 человек. И основная мера профилактики здесь – это социальное дистанцирование. Елки, спектакли, концерты, рейды сотрудников Роспотребнадзора здесь не станут неожиданностью. Обо всех нарушениях горожане могут сами сообщать по телефону горячей линии. Отметить Новый год с огоньком не получится. Салюты, фейерверки, петарды разрешено запускать только в 500 метрах от общественных объектов, либо на оборудованной площадке. В Казани таких 4. В Приволжском, Авиастроительном, Новосавиновском и Советском районах. Особый противопожарный режим республики действует до 10 января. На данный момент проведено 187 рейдов, в ходе которых уже выявлено одно место реализации пиротехники в неустановленном месте. Это город Казань. Но, как показывает практика, таких мест обязательно появляется больше ближе к Новому году. Обеспечивать безопасность в новогодние праздники круглосуточно будут более 2200 спасателей МЧС. Задействуют порядка 1000 единиц техники. Под контролем и елочные городки. В прошлом году их посещаемость достигала 300 тысяч человек в день. В республике функционирует 16 центральных елочных городков. Сегодня вечером запланировано открытие еще 7 елок. Мы проверили некоторые районы, пока мало что сделано по исполнению протокола президента. Всего в республике будут функционировать более 180 елочных городков. Рамиль Шайдуллин, Наталья Мезина, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Земельные участки, выделяемые для многодетных семей, в следующем году хотят начать подключать к энерго- и газовым сетям. Об этом сегодня заявил министр промышленности республики Альберт Каримов. Речь, например, о земельных участках в пригороде Казани, Сакурах и Каймарах. Их выделяют семьям с 3 и более детьми под строительство собственных домов. Но без готовых инженерных сетей стройку не начнешь. Сейчас, в настоящее время, в рамках той программы, которую запустила компания «Газпром», по расширению газификации в исполнении поручений президента страны, есть дополнительная программа, которую мы сегодня обсуждаем, дополнительно включить ряд объектов за счет совместной работы с компанией «Газпром», и надеемся попасть в программу уже 2021 года с новыми объектами по этой программе. Также министр заявил об изменениях, которые ждут всех татарстанцев, а именно в системе учета энергии. В республике планируют перевести все дома на умные счетчики. Они сами передают информацию управляющим компаниям. Их заменяют по мере выхода из строя старых счетчиков. В этом году уже заменили 18 тысяч приборов учета, в следующем планируют еще 28 тысяч. Рустам Минниханов вошел в топ-50 российских персон по упоминаемости в отечественных СМИ. Рейтинг за 2020 год подготовила и опубликовала на своем сайте компания «Медиалогия». Президент Татарстана в нем на 23-й позиции. Его имя упоминалось в средствах массовой информации страны почти 120 тысяч раз. По соседству с главой республики губернатор Челябинской области Алексей Текслер и патриарх Московский всея Руси Кирилл. Абсолютным же лидером топа упоминаемости в СМИ стал президент России Владимир Путин.
Контроль за национальными проектами, блогеры-наблюдатели на выборах и помощь 1000 НКО в период пандемии. Общественная палата республики в этом году стала ближе к населению. Сегодня здесь рассказали, чем завершают год и какие проекты будут в центре внимания в 2021. Помощь детям, малоимущим, работа с трудными семьями, благотворительность. В республике сейчас около 1000 социально ориентированных некоммерческих организаций. В пандемийный год они потеряли часть спонсоров. На помощь пришли в общественной палате. Ни банки, ни НКО никогда с друг другом до этого не встречались. И, в общем-то, первое знакомство произошло благодаря этому году. И учиться работать, выстраивать отношения и для тех, и других было довольно серьезным вызовом, но зато есть результат. Татарстан занял 2-е место в рейтинге устойчивости НКО среди регионов страны. На российском уровне отличилась и инициатива Общественной палаты республики. Она привлекла на сентябрьских выборах к наблюдению известных блогеров. И это не единственный пример. Мы с вами реализовали впервые программу страхования всех членов УИКов и ТИКов. И это 22 тысячи человек, это единственный проект в России. И в сентябре, и летом, во время голосования по поправкам в Конституцию, палата готовила наблюдателей. Впервые они работали не один день, а сразу неделю. В итоге все без замечаний. Без них не обошлось во время контроля за реализацией национальных проектов. В основной своей массе это затягивание сроков и недофинансирование. То есть это не вина ни строителей, потому что сегодня понять можно те органы, финансовые органы, которые выделяют денежные ресурсы, им сегодня очень сложно. Такой контроль продолжится и в следующем году. 2021 для Татарстанской палаты станет юбилейным, 15-м. Планы не менее масштабные. Это и проведение года родных языков и народного единства, и работа с волонтерами, движение «Ердам Енеше. Помощь рядом». Плюс одна из ключевых задач – это привлечение молодежи к общественной работе. Салават Ахмадуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Сегодня в Татарстане создали ассоциацию издателей и распространителей печатной продукции. Все для того, чтобы модернизировать розничную торговлю газетами и журналами. Ассоциация должна объединить редакции СМИ, издательства, типографии и распространителей. В нее вошли 14 организаций, в том числе Союз журналистов. Совместно будут думать, как сохранять и развивать розничную сеть, в первую очередь газетные киоски. Сегодня республика занимает лишь 74-е место в стране по количеству уличных точек продажи печатной продукции. Ассоциацию возглавила Венера Якупова, главный редактор «Казанских ведомостей». По ее словам, для решения проблемы нужны современные условия, как в ряде других регионов. Нужны современные павильоны прессы. Такие, например, как в Воронеже, где будет представлена не только печатная пресса, книги, но и ряд услуг, необходимых нашим горожанам, которые не будут занимать у них много времени. Количество киосков сильно сократилось, у нас сокращается количество книжных магазинов. Эту проблему мы хотим решать сообща, чтобы и было где печатать, и было где распространять, чтобы у читателей был постоянный контакт с прессой, с книгами. Мясные изделия компании «Ремагро» занимает первые места в топ-100 лучших продовольственных товаров Татарстана. Она обладатель сертификата лидера качества продукции Мамадышского мясокомбината на рынке более 20 лет. В преддверии Нового года компания провела ребрендинг. Как теперь их узнать, расскажем далее. Вареные, копченые, сыровяленые, около сотни наименований колбас выпускает компания «Ремагро». Производство Мамадыши. Компания одна из лучших среди производителей колбасных изделий Татарстана. Покупатели ее знают и любят. Сейчас продукцию выпускают под новым брендом «Родные места». Она заменила прежнюю, которая выглядела вот так. Изменений коснулись и ассортимента. Он расширился. Мы вышли на федеральный уровень. Компания выросла, переименовали «Ремагро». Мы решили сделать ребрендинг и связали его с родными местами. Наша продукция выставлена практически во всех федеральных сетях. Мы работаем со всеми соседствующими регионами. Это Самара, Башкирия, Кировская область, Удмуртия. «Ремагро» – одна из крупнейших в сфере АПК Татарстана. В распоряжении компании 9 животноводческих комплексов, а также 27 тысяч голов крупного рогатого скота, 52 тысячи гектаров посевных площадей, 2 зерноприемных пункта, 2 мясокомбината. У компании собственное перерабатывающее производство. Отсюда низкая себестоимость и высокое качество готовой продукции. От поля до стола потребителя. Колбасу мы делаем из чистого мяса, по самым современным технологиям.
специи современные используем. Из цехов предприятий ежедневно на полки магазинов доставляют более 15 тонн продукции. Покупатели уже успели оценить качество колбас. Всегда свежие, всегда доступно и цена нормальная. Вся продукция под брендом «Родные места» проходит обязательную проверку на качество и на соответствие ГОСТу. Это позволяет гарантировать высокое качество колбас «Родные места». В России отметили День энергетика. В свой профессиональный праздник награды получили сотрудники ТГК-16. Награжден Каримов Ирик Азгатович. Аплодисменты, улыбки и награды из рук генерального директора. Главный праздник для энергетиков сегодня проходит в необычном формате. Из-за пандемии ТГК-16 не отмечает его с привычным масштабом. Но торжественное награждение все же состоялось. Сегодня здесь лишь малая часть тех, кто ежедневно вносит вклад в развитие компании. Я всех вас поздравляю, желаю счастья, здоровья, удачи. Пускай 2021 год будет легче, веселее. За профессионализм и добросовестный труд сотрудники компании отмечены ведомственными, отраслевыми и корпоративными наградами. В энергетике я больше 27 лет. Эта награда очень значима для меня. Это общая заслуга всей слаженной команды ТГК-16. Также энергетики ТГК-16 удостоились почетных грамот и благодарственных писем АО «Таиф». Все поставленные задачи и цели достигнуты. Для нас самое главное, конечно, трудиться на благо республики и группы компании «Таиф». Награждения прошли на двух филиалах ТГК-16 – Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ-1. Всего в этом году к различным наградам представят больше 200 сотрудников ТГК-16. Точно в цель. Сегодня в Казани наградили лучших стрелков республики. Благодарственные письма и дипломы вручил Азгат Сафаров, председатель попечительского совета Федерации пулевой и стендовой стрельбы Татарстана. Награды получили 52 спортсмена. Они отмечены за высокие спортивные достижения, удачные выступления на международной арене. Добавим, что в этом пандемийном году наши стрелки одержали победу во всероссийском онлайн-турнире. А в следующем году представители Татарстана в составе сборной страны выступят на Олимпиаде в Токио. Поддержка стрелковых видов спорта в республике для нас является приоритетом на сегодняшний день. В этом году мы провели первый чемпионат России по параспорту, в котором наш земляк, наш тетушанин Александр Сахаров занял первое место. Это действительно серьезное достижение. Больше меткости глаза, чтобы рука не дрогнула, когда будете поражать мишени. Ну и удачи нам в новом году. И будьте, самое главное, здоровы. 170 тысяч туристов ожидают в республике на новогодние праздники. Для всех гостей и жителей Татарстана Госкомитет по туризму организовал туры выходного дня. 6 районов и в каждом свой неповторимый маршрут. Один из них – Кукмар. Айгуль Бадрудинова уже успела оценить там новогоднюю программу. Всего 2 часа езды от Казани, и ты в одном из самых прекрасных уголков на земле под названием Кукмар. Еще не доезжая до районного центра, туристов встречает вот этот горнолыжный комплекс под названием Метная гора. Он находится в самом центре хвойного леса города Кукмар, поэтому воздух здесь волшебный. Откроется комплекс через неделю, поэтому здесь пока только журналисты. Метная гора – это 4 трассы разной сложности. Тропа здоровья, горные лыжи и тюбинги. Ну и, конечно же, мы не могли не воспользоваться этой возможностью. Сейчас я вам покажу, что будут ощущать туристы, даже просто спускаясь на ватрушке вот с этой горы. Поехали! Всего того, что у нас ожидает в течение не только этих 2 недель во время каникул. Узнать много интересного об истории города туристы смогут на экскурсии по Кукмару. Кстати, попавшим в город 5 января повезет вдвойне. В этот день здесь фестиваль валенок, где можно будет увидеть самые необычные дизайны зимней обуви, а также веселые игры и музыкальная программа. Туристы могут посетить нашу гордость города, гордость нашего района, Краеведческий музей, который является усадьбой Радыгина. 2 дня экскурсий и 1 ночь в лучшей гостинице города. И, конечно же, валенки. Посещение фирменного магазина легендарного валяльно-войлочного комбината – обязательная часть тура «1001 удовольствие». Валенки катают у нас механической каткой. Расскажут о процессе валяния обуви, ознакомят с основными достижениями комбината, а также представят весь ассортимент. Здесь более 350 наименований войлочной обуви, вплоть до классической, а также вот такой вот спортивной. Представляете, кроссовки из войлок, а также вот такие вот модные кепки.
А вы знали, что вот уже 90 лет лучшую посуду из алюминия и металла делают в Кукмаре? Расскажут детально. Все условия для того, чтобы туристы могли посетить наше предприятие, посмотреть воочию, как это все делается, как посуда отливается, как налажено производство посуды. И вся эта программа за 3000 рублей на человека. Она включает завтрак, 2 обеда и проживание. Запаситесь и деньгами на сувениры. Они в Кукмаре на каждом шагу. Узнать подробности и забронировать новогодний тур в любой из 6 районов Татарстана можно на сайте visittatarstan.com. Айгуль Бадрудинова, Адель Миндубаев, ТНВ, Кукмарский район. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Далее о погоде и до встречи. Магазин «Находка». Чудо, а не магазин. Вкусные бутерброды к новогоднему столу по народным ценам. Сыр российский «Мамадыш» 389. Салями экстра 99. Масло крестьянское ГОСТ 500 грамм 209. Шпроты 69 рублей. Айда в «Находку». Срок акции до 27 декабря 2020 года. Подробности у продавцов. Мы спешим с Новым годом поздравить. Татарстанцев и им пожелать. Все невзгоды в 20-м оставить. Новый год только с лучшим встречать. Механизмом единым вращаясь. Наше дело стремиться вперед. И на благо страны всей стараясь. Всегда думаем мы наперед. Казань-Оргсинтез поздравляет всех жителей Республики Татарстан с Новым годом. Наступили холода, а значит, для создания уюта и тепла в своих домах люди включат отопительные котлы и станут чаще собираться у обеденного стола за вкусным ужином или чашечкой горячего чая. «Газпром Трансгаз Казань» напоминает, что для поддержания комфорта в доме необходимо своевременно и в полном объеме оплачивать потребленный газ до 10 числа каждого месяца. Ведь долги за газоснабжение – это отключение газа, взыскание долга через суд, арест имущества, удержание долга из зарплаты, запрет на выезд за пределы России, испорченная кредитная история. Заплатить за газ можно любым удобным способом. На портале услуги.татарстан.ру, в банкоматах, платежных терминалах и онлайн-сервисах банков, в отделениях Почта России. Платить за газ вовремя – это тепло и уют в вашем доме. Не берите в Новый год лишнего. Избавьтесь от варикоза. Новогодняя скидка на лазерное лечение до 20%. Скидка весомая, ножки легкие. Клиника «Варикоза нет» на Достоевского. 212 20 40. Я вообще-то смотрела. Ну, и кто здесь свинья? Уи, HD. Обменяйте старый приемник на новый HD и получите год бесплатного просмотра премиального пакета «Премьер». Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай. Спешите видеть, в Казанском цирке с 18 декабря новогодняя программа «Звери, цирк и Дед Мороз». Здравствуйте! Время новогодних подарков от Данил Мастер. Только до 31 декабря при заказе кухни обеденный стол в подарок. Данил Мастер. Телефон 2-167-166. Что значит жить лучше? Превращать мечту в цель. Находить вдохновение для достижения этой цели. И знать, что каждая сегодняшняя мечта действительно может исполниться завтра. Акбарсбанк поможет рефинансировать невыгодную ипотеку, а также получить кредиты на ремонт по ипотечной ставке. Акбарсбанк. Живите лучше. Спонсор выпуска ПАО «Акбарсбанк». Живите лучше. Ветер сменил направление на северный, и в Татарстане на пару градусов станет прохладнее. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Бавлах, Азнакаево без существенных осадков и чуть прохладнее, чем накануне, -10. Немного подморозит и в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге. Местами выпадет снег. На севере Татарстана, в Агрызе, Менделеевске, Актаныше небольшой снег, умеренный мороз, -7. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси облачная погода с кратковременным снегом. Температура немного понизится, -9 днем. На юго-западе, в Болгаре, Држаном, Буинске также станет прохладнее, -13. Небольшой снег.
В центральных районах в Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше пасмурная погода со снегом и около 10 градусов ниже нуля. В пятницу начнется повышение температурного фона. Осадки прекратятся, но лишь на время. Уже к выходным ожидаются снегопады. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 39 тысяч операций. Мне уже удаляли грыжу позвоночника, снова направляют на операцию. Что делать? В «Доктор Ост» позвоночник лечат роботы, без операции. Грыжа сама начинает втягиваться на место. Боль уходит. Запишитесь на прием в «Доктор Ост» за полцены. Спешите выбрать новогодние подарки любимым в сети ювелирных магазинов «Изумруд». Только до 31 декабря скидки до 60% на все ювелирные украшения из золота и серебра. Подробная информация во всех магазинах «Изумруд». О погоде в Казани. В столице ожидается снег, будет облачно, ночью -4, днем 9 градусов ниже нуля. Ветер северный, умеренный, местами порывистый. Атмосферное давление в пределах нормы, влажность воздуха 85%. В магнитном поле Земли без заметных возмущений. И еще одна полезная информация. Избавьтесь от варикоза навсегда, быстро и без боли. В клинике лазерной хирургии варикоза нет на Достоевского. Не берите в Новый год лишнего. Избавьтесь от варикоза. Новогодняя скидка на лазерное лечение до 20%. Скидка весомая, ножки легкие. Клиника «Варикоза нет» на Достоевского. 212 20 40.